Для начала врач проводит осмотр, проверяет горло и слушает дыхание. Показатели в норме, а значит, можно назначить маленькому пациенту пробу Диаскин-теста. Пробу вводят в организм, чтобы определить, инфицирован ли ребенок микобактериями туберкулеза. Проще говоря, туберкулезной палочкой. Туберкулез – это очень давно известная заразная инфекция, которая передается в основном через дыхательные пути, при кашле, при чихании, при разговоре от больного человека или от носителя, который является носителем туберкулезной палочки, но бессимптомное течение. Заболевание опасно тем, что оно поражает дыхательную систему. И чтобы предупредить болезнь, в регионе проводится массовая иммунодиагностика. Иммунодиагностику проводят ежегодно всем детям, начиная с возраста, привитым детям, с 1 года до 7 лет. Мы делаем реакцию МАНТУ, и с 8 лет до 17 лет делается Диаскин проба. Диаскин-тест, в отличие от пробы МАНТУ, отражает чувствительность организма к белкам, которые палочка туберкулеза секретирует в активной или поздней стадии размножения, но не реагирует на антигены, включенные в вакцины БЦЖ и БЦЖ-М. Но обе эти пробы одинаково эффективны. Пробы, которые проводятся МАНТУ и Диаскин-тест, от них не бывает побочных эффектов. Единственное противопоказание – это когда имеются какие-то кожные заболевания на данный момент, если у ребенка есть заболевание кожи, и мы не можем эту пробу провести, или острые заболевания, или обострение хронического заболевания. В таких случаях мы не проводим, а ждем, пока у ребенка наступит выздоровление, и тогда проводим данную пробу. Такую пробу необходимо делать ребенку ежегодно. В Насыркорской амбулатории для этого есть все необходимое – квалифицированный медперсонал и пробы в запасе. Вакцины у нас хранятся в холодильниках, сохранение температурного режима, вот индикатор температуры, тут и на всякий случай градусники. В случае отключения электроэнергии у нас имеется генератор, который автоматически подключается, поэтому проблем с вакциной не возникает. По информации Роспотребнадзора, в России за первые 5 месяцев 2023 года по сравнению с показателем 2022 заболеваемость страшной инфекцией выросла на 4%, до 17 случаев на 100 тысяч населения. Мадина Цора, Сулейман Костоев. Новости 24.